Друзья, вторая серия нашего путешествия. Смотрите, мы переплыли реку Вилюй. Вот съезжаем с парома. Первая машина уже съехала. Тяжелая, блин, Скания. Видели, аж приподнялся аж паром. И сейчас мы поедем уже. Сколько? 350. Сейчас. Анатолич, 350 рублей давай. Стой. Дай мне бумажник, я денежку заплачу. $350 стоило нам переплыть. Все, оплату с нас взяли. И мы едем дальше. Наше путешествие в мирный Якутск продолжается. Мы в Крестяхе. Вперед, как говорится. Как говорится, да. Моншер. Друзья, смотрите, какой свежак, асфальт. Мы только проехали Тайбахой, километров, наверное, 7-8 проехали, и вот свежий асфальт. Только-только положено, ни разметки, ни ограждений, ничего нету. Видите, работают еще росавтодоровцы. Мы, конечно же, получаем удовольствие. Правильно? Очень даже в елочку. Совершенно в дырочку. Ну, как говорится, вообще, Ёп-макарёк. да. Осталось прям до Якутска, если такая трасса будет. Ой, какое счастье. Это ж бальзам на душу. О, красота, блин, Чем какой-то. заканчивается? Опс, наверное, я зря радовался так рано. Да, экскаватор работает, что-то тут роет. Ну, нет, вроде асфальт еще есть немножко. Ну, последние метры. Все, объезд. Сунтарский улус. Сунтарский улус, сунтары приветствуют нас. Всем, кто ел сунтарскую сметану, всем большой-большой привет. Друзья, сунтары большое село. Наверное, где-то 2-3 тысячи населения точно в нем есть. Очень много культурных объектов. Вот тут дорожники сунтарный строй. Ну, это росавтодоровцы, только сунтарный строй. Так, что тут дальше? Как же не въехали? Опа! Вот так начинаются поселок Сунтары. О, село Сунтары, да? Село же это? Да. Сразу с хорошего асфальта. И наверняка связь 5G. И такая же решетка. И это бетонка. Бетонка, видишь? Только ты чувствуешь, как гребешок. Друзья, село Сунтары основано в 1734 году. В 1800, не помню каком-то, 64-м, по-моему, признано селом. Фу, мы вот остановились немножко тут попить водички, отдохнуть. А, это Сунтар-Автодор здание, вот оно что. Я думаю, что, где мы остановились. Достал водичку. Ох, пыли насосало, ты видал что? Погоди. Дай-ка я водички хлебну. Перегретым капель. Да? Вот это Сунтары. Друзья, смотрите, блин, светофор. Даже светофор есть в Сунтарах. Здесь магазины, что ли,
какие-то или что это за торговый центр какой-то. Вот так живут сундарчане. Вот дорога на Якутск, указатель проехали. Здоровый хозяйственный магазин Делей. Все для дома. Красота, везде асфальт. Площадь празднования Исааха. Проехали вот только что. На этой площади собирается все население поселка и празднуют праздник Исааха. Это примерно как яблочный спас, типа что-то такое. Но чисто якутский праздник. Празднуется только в Якутии. Друзья, мы покидаем Сундарский улус. Покидаем Сундары. Не поели мы здесь ни сметаны, ни молока. Мы едем на Якутск. Наша задача двигаться прямо, стараться особо нигде не задерживаться, потому что у нас предстоят еще несколько переправ, которые мы должны успеть засунуть в рабочее время. До Якутска еще 950 километров. Как говорится, нам ни жезла, ни гвоздя. Мы летим вперед. Самое-то главное я забыл. Как только кончается асфальт, оп, и наступает паромная переправа через реку Вилюй. Видите, вот значок. Вон там паромы. Как раз мы сейчас успеваем заехать, наверное, на паром, дабы переправиться на ту сторону Вилюя. Великий могучий Вилюй. Великое море, могучий Вилюй. Мы заехали на паром. Сейчас будем отправляться скоро. Когда загрузка будет полная, так мы отправимся. Как дела, Анатольевич? Дела как сажа бела. И вообще-то дела могут быть только у прокуратуры. Жулик ты, короче. Здесь оводов больше. Ну я пока ни одного не видел. Ну сейчас вокруг меня, смотри, сколько. В любви клянутся мне. Все, отправляемся. Все, пошел наш буксир. Набирает обороты. Видите, все буквально все просто. Буксир, баржа и все, потянуло. Буксир тянет баржу на тот берег, потом также причаливает ее и все дела. А там уже дальше идет погрузка следующих. Развернулись. Смотрите, друзья, какая красота, блин. Мы на середине Вилюя. Вот встречный паром плывет. Ветер свеженький колышет морскую волну, речную волну. Да, друзья, вот такая вот фигня.
серия, да? Третья, наверное, будет в Нюрбе, а может быть и раньше. Стараемся все заснять своевременно, вам обязательно довести до вас самую интереснейшую информацию. Спускаемся мы к новой переправе через реку Вилюй. Это у нас что здесь? Кюндядя, да, ты говорил? Поселок Кюндядя. Спускаемся, да, вон там паром стоит, наверное, мы сейчас к нему поедем. Да, как раз мы успеваем на погрузку. Я думаю, что места нам как раз хватит. Мне кажется, тот же самый грузовичок есть, нет? Чё? Вот этот грузовичок тот же самый, нет? Наверное. Опа. Великая могучая река Вилюй. Так. Подъезжаем. И заезжаем сразу. Чё? Сразу заезжаем, что ты? Вот туда Так он вправо. поехал. Владимир Карпец называется. Бляха-муха, какая грязная у нас машина. Надо будет где-то ее, не знаю. У нас ведерка нет, а бутылка есть же, да? Может быть, потом спустимся на маленько. Хоть стекла помыть, окна, да? На той стороне. Ну да. Или уже довели ее до. Да блин, 3 секунды помыть окна, это вообще. Дядя, мы вернемся. Такие дела. Да, друзья. Путешествие не из легких. Честно говоря, уже маленько подушатала вся эта дорога, блин. Грунтовая. Фронтовая. Встали на курс. Сейчас вот оплатили уже проезд. Проезд оказался чуть дешевле, чем где расстояние больше. Там мы отдавали 350 рублей, а здесь мы отдали 300. Где расстояние больше. Просто машин больше ходит или из-за того, что самоход особенно. Мне кажется, просто ближе к Иркутску дешевле. И идем против течения. Видали такое судно? МП-53. Опс, микрик. На лодку приделали микрик. Все, тягают. Сейчас мы это причалим, сойдем и там освободим тебе место. Мальчика берем с собой до Нюрбы. До Нюрбы всего 15 километров. Все, сейчас будут потихоньку съезжать машины. Ой, блядь, колесо спустило, ёпарь. Все, Анатолич тоже съезжает. А второй паром пошел на ту сторону. Называется Жатайский 1.